Здравствуйте, уважаемые зрители! В студии Руфина Мукминова, и это программа «Реальная экономика». Сегодня, когда мы говорим об экономике, то невольно приходится затрагивать тему пандемии. У экономистов даже появился особый термин «коронакризис». Надо отметить, что наш лексикон за прошедший год пополнился целым набором новых, доселе незнакомых или малознакомых терминов и словосочетаний. Экономика из так называемых локдаунов, кстати, еще один новый термин, обвалилась повсеместно и одномоментно. Мировая рецессия по итогам 2020 года может оказаться самой масштабной за последние 80 лет. Об этом говорится в прогнозе Счетной палаты Российской Федерации. В нашей программе мы хотим затронуть две главные темы – итоги 2020 и перспективы 2021. Смотрите сегодня. Болезненный 2020. Как пандемия COVID-19 отразилась на российской экономике? Новая экономическая реальность для Татарстана. Какие отрасли пострадали больше всего? Как банки помогают бизнесу пережить этот кризис? Вопросы к экспертам. Экономические темы, которые больше всего волнуют жителей Казани. Экономисты Всемирного банка считают, что восстановление мировой экономики после кризиса займет 5 лет. Сокращение мирового ВВП за 2020 год зафиксировано на отметке 4,2%. Статистика по странам распределилась следующим образом. На 8,3% упала экономика стран еврозоны. Самое глубокое падение по-прежнему в Италии 10,6% и в Испании 12,8%. Во Франции снижение в 2020 году составило 9,8%, в Соединенных Штатах Америки 4,3%. Россия, как страна, тесно интегрированная в мировую экономику, также пострадала. Это понятно, но, как ни странно, последствия для нас могут быть болезненными, но в то же время не такими критичными, как для других стран мира. Оказывается, и такое возможно. Отчасти на пользу нам здесь пошли некоторые слабости российской экономики, в частности, невысокая доля малого и среднего бизнеса. Плюс все отмечают довольно своевременные и эффективные меры, предпринятые правительством. В частности, удалось сохранить непрерывный характер работы стратегических предприятий, тех же предприятий энергетики, добывающих и перерабатывающих отраслей. Как российская экономика отреагировала на пандемию и как удалось минимизировать потери? Об этом прямо сейчас в своем материале напомнит нам Тимур Бекмурзин. Известный факт. Кризис – это не только потери, сокращение, банкротство. Кризис – это и новые возможности, особенно для тех, кто не стоит на месте. Мы эти возможности, креативные идеи могли наблюдать регулярно на протяжении всего тяжелого 2020-го. Запретили массовые мероприятия, концерты, появились онлайн-шоу из дома или вот такая передвижная сцена за стеклом. Что интересно, оригинальные идеи приходят на ум не только предпринимателям, но и их клиентам, и тогда уже бизнес подстраивается под новые потребности и спрос. Директор строительной компании Ильяс Гемадов рассказывает, в первые дни карантина испытал шок, офис опустел, клиенты не приезжали навстречу. Что дальше? Неужели бизнес придется сворачивать? Оказалось, это была временная пауза, а позже покупатели буквально завалили заказами. Ильяс занимается строительством загородного жилья. Выяснилось, что месяцы самоизоляции в квартирах стали для многих мукой. Желание переехать из душных каменных мешков в свои загородные усадьбы, где и дышится вольно, и занять себя проще, рабочее место можно организовать, стало стимулом к действию. Предприниматели быстро откликнулись, попутно сообщив клиентам, что по деньгам это даже выгоднее. Если у нас квартира, допустим, от 100 до 130, там сейчас новостройка за квадратный метр, да, то у нас там с земельным участком дома получается где-то 50-60 тысяч за квадратный метр. Удивительное рядом. Ахмед Мулахметов, руководитель компании по производству мебели и дизайну интерьеров, рассказывает, что в прошлый кризисный год предприятие не упало, а напротив нарастило клиентуру и объем заказов. И это при том, что покупательская способность людей упала. Тогда за счет чего рост? Ахмед рассказывает секрет. Оказывается, не пошли дела у главных конкурентов-мебельщиков. Вы удивитесь, у представителей туристической индустрии. В период пандемии между поездкой за границей и покупкой шкафа человек делает вполне очевидный выбор. Закрытые были двери, все сидели дома и смотрели на свою обшарпанную мебель. И необходимость все-таки заказать. И мы прям почувствовали? Ну да, мы почувствовали, что клиенты
больше стало. Конечно, говорить о том, что бизнес за время пандемии практически не пострадал, было бы в корне неверно. Потери существенные, по разным оценкам, от 10 до 30% по разным сегментам в реальном секторе экономики. Да, есть направления, например, связанные с онлайн-образованием, электронной коммерцией, которые получили дополнительный толчок в развитии. Однако неправильно было бы считать, что пандемия стала неким средством по оздоровлению рынков. Все гораздо сложнее и неоднозначно, считают эксперты. Потери будут. Все равно, то есть это такой процесс, который происходит не только у нас, а происходит на самом деле во всем мире. Условия непростые, условия сложные, но тем не менее, я думаю, что надо находить именно и вот в этих условиях сложных какие-то свои моменты для точек роста, больше смотреть, что творится вокруг и подхватывать какие-то вот эти вот волны. Как нам оказаться на гребне волны под названием «экономический рост», когда его ждать уже после пандемии? Какие рынки и как скоро начнут восстановление? Вопросы, на которые не так просто получить ответы. Традиционно одно из мест для своего рода мозгового штурма на заданные темы в начале года авторитетный Гайдаровский форум. В этом году он прошел в необычном для себя онлайн-формате. Когда-то похожий на научный симпозиум, в этот раз он больше напоминал огромную киностудию со своими павильонами, студиями, где записывались фильмы об экономическом росте, будущем энергетики, образования, креативных индустрий и инклюзивного спорта. Аудитория чисто визуально вроде как поредела основательно, а в реалиях же за счет интернет-технологий, скорее всего, стало много больше. Парадокс, противоречия, но ими наполнена вся наша жизнь в этот период, говорили эксперты на форуме. Что же касается роста, он нам нужен не сам по себе. Уже пришло время ставить вопрос, в том числе о качестве роста в экономике. Несколько лет назад, когда росли цены на нефть. Цены на нефть выросли, рост был, потом цены снизились. Тоже, так сказать, это повлияло на экономический рост. Поэтому важно качество роста. Кризис, как мы уже не раз отмечали, для тех, кто думает и действует, новые возможности. Бизнесмен Габриэль Раписардо из солнечной Сицилии решил, что именно сейчас, в пандемию, время начать экспансию по городам России. В его планах открыть сразу 12 магазинов одежды. Первыми оценить настоящий итальянский стиль и качество смогут казанцы. Красивый город, спортивный. Я, наоборот, стараюсь идти как бы против ветра. Эта тактика меня не подводит. Когда наступают трудности, одновременно освобождаются свободные места, и я считаю, их нужно занимать. Быть оптимистами в любой жизненной ситуации, этого нашему бизнесу не занимать. Конкуренция нас подстегивает, пандемия делает сильнее, кризис мобилизует. Сейчас, говорили участники форума, для всех трудный период, но если мы его пройдем достойно, качественный экономический рост, может так случиться, начнется уже в конце этого года. Будем для этого упорно работать. Ни для кого не секрет, что кризис особенно сильно ударил по предприятиям малого и среднего бизнеса. Тут на помощь предпринимателям пришли банки, которые, к счастью, к такому шоковому потрясению экономики оказались готовы. Облегчить прохождение кризиса помогли мягкая денежно-кредитная политика Банка России, регулятивные послабления, а также меры правительства по поддержке бизнеса и населения, включая масштабную программу субсидирования ставки по ипотеке на покупку первичного жилья. О том, какую роль играют банки в жизни бизнеса, какие условия банковского обслуживания предлагаются сегодня, это и многое другое в сюжете Алены Мартынец. Один из основных трендов, который наметился в банковской сфере к началу 2021 года – создание комфортных условий банковского обслуживания. Сюда можно отнести и расширение перечня услуг, которые можно получить удаленно, и цифровизацию процессов, и актуальную линейку продуктов для развития бизнеса, который может предложить своим клиентам банк. Такой комплексный подход в Татарстане предлагает, например, банк «Аверс». Стоит отметить, что именно обслуживание бизнеса – основное направление деятельности банка «Аверс». Он работает с крупнейшими предприятиями реального сектора Татарстана, с корпоративным бизнесом из нефтехимической, нефтеперерабатывающей, телекоммуникационной сферы, торговли и строительства. Наш банк-партнер – это банк «Аверс». Мы с ним уже давно сотрудничаем, наверное, начиная с открытия индустриального парка М7. Также мы выработали определенные схемы взаимодействия по получению кредитных денежных средств под постройку производственных площадей.
определенные есть программы, и банк Аверс уже знает как бы нашу площадку, как бы наши земли, легко забирает это все в залог, выдает кредиты, приходит резидент, строится, все это в кратчайшие сроки происходит. Как рассказали в самом банке Аверс, одна из востребованных их клиентами услуг – предоставление бизнесу банковских гарантий. Этот инструмент обеспечивает обязательства клиента перед третьими лицами по коммерческим сделкам, в том числе по исполнениям норм налогового и таможенного кодексов. О деталях этого банковского продукта, а также о самых популярных на сегодняшний день видах гарантий рассказали эксперты. Вообще банковская гарантия – это обеспечение исполнения контракта. Заказчику, соответственно, нужна гарантия того, что все будет выполнено в срок, и в случае чего он мог удержать с этого банковского обеспечения либо денежных средств какую-то сумму денег. Например, сумма контракта 10 миллионов рублей. Обеспечение исполнения контракта – это 30%. Образно, 30% – это 3 миллиона рублей. Срок контракта – год. Чтобы на год не замораживать бизнесу 3 миллиона, популярнейший продукт – это банковская гарантия. Банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта, на обеспечение участия, на возврат авансовых платежей и на гарантийные обязательства. То есть это самые 4 популярные банковские гарантии в России. Банковская гарантия на обеспечение участия подразумевает под собой то, что участник, который подается на закупку, подает верные данные и при выигрыше данного аукциона либо тендера заключит его с госзаказчиком. И банковская гарантия на обеспечение гарантийных обязательств. В данном случае что происходит? Когда контракт уже полностью выполнен, принципал должен дать какую-то гарантию бенефициару. Они же все равно как бы друг с другом не знакомы, поэтому принципал обращается в банк и просит сделать банковскую гарантию именно на гарантийные обязательства. Банк Аверс предлагает клиентам все виды банковских гарантий. Гарантию исполнения контрактных обязательств, возврат суммы авансового платежа, тендерную гарантию, гарантию в пользу таможенных органов, гарантию возмещения НДС. Отдельно стоит остановиться на еще одной банковской услуге, которая считается, пожалуй, одной из самых популярных у бизнеса. Речь идет о расчетно-кассовом обслуживании. Как показывает практика, даже если форма ведения бизнеса законодательно позволяет не открывать расчетный счет, например, в случае с ИП, дальновидный предприниматель все равно его заводит. Почему это так важно для успешного ведения бизнеса, пояснил в онлайн-интервью финансовый эксперт Руслан Жуков. В основном все пользуются расчетными счетами. Почему? Потому что это как бы базовая услуга расчетно-кассового обслуживания. И если у вас есть, скажем так, расчетный корпоративный счет в банке, в каком-либо, вам проще получить доступ к другим услугам этого банка. Сложно надеяться получить гарантию, например, да, если у вас вообще нет расчетного счета в банке. Или сложно надеяться на получение какого-то кредитного лимита, если у вас нет расчетного счета в банке. То есть банк вас не знает. Расчетно-кассовое обслуживание в банке Аверс включает в себя все виды операций с наличностью, прием и зачисление на счет средств в день поступления с возможностью немедленного расходования, выдачу наличных денежных средств, обмен, пересчет наличности, прием платежных поручений в рублях и осуществление переводов день в день, услуги валютного контроля, безналичные переводы, поступления в иностранной валюте и другие услуги. А прямо сейчас для тех, кто впервые открывает расчетный счет в банке, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физлиц, занимающихся частной практикой, в банке Аверс проходит акция «Удачный счет». Стартовала она 18 января и продлится до 30 апреля 2021 года. Новые клиенты банка могут бесплатно открыть расчетный счет. Заверение копий документов для открытия счета и карточки с образцами подписи и оттиска печати – 0 рублей. Расчетный счет можно открыть во всех офисах банка Аверс. Там же можно уточнить и подробности акции, сроки, тарифы и необходимый перечень документов. Либо есть вариант навести справки об акции, не выходя из дома, на официальном сайте банка Аверс. Банковский бизнес уже никогда не будет прежним. Стратегия быть только банком и жить на одни проценты в низкомаржинальном мире не сработает, а широко разветвленная сеть отделений не станет гарантией успеха. В выигрыше окажутся банки с высоким уровнем цифровизации и дистанционных сервисов, а также игроки, сделавшие ставку на построение экосистем. Все главные события в финансовом секторе в 2020 году так или иначе связаны с пандемией, которая выступила своеобразным двигателем прогресса. Об этих нововведениях и о ситуации в банковской сфере мы поговорим прямо сейчас в нашей специальной рубрике «Подробнее».
А мы продолжаем говорить о влиянии пандемии на финансовый сектор российской экономики. И чтобы подробнее разобраться в этой теме, ко мне в студии в качестве эксперта присоединяется управляющий отделением Банка России по Республике Татарстан Марат Шерифуллин. Марат Дамирович, добрый день. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. И, конечно, первое, с чего хотелось бы начать, что стало главным событием в финансовом секторе нашей экономики? Как изменилась работа банков в условиях пандемии? Правительством страны были оказаны масштабные меры поддержки населению и бизнесу. И банки оказались проводниками этих мер. Они принимали участие в большинстве из реализуемых мер поддержки. И задачей банка в это непростое время было оперативно подстроить, перестроить свои бизнес-процессы, организовать рассмотрение многочисленных заявок на реструктуризацию кредитов, на изменение их условий. Что касается изменений, я хотел бы в первую очередь отметить развитие удаленных каналов обслуживания и развитие цифровых продуктов. Появилась цифровая ипотека, у граждан появилась возможность в дистанционном формате подавать заявки на оказание мер поддержки, открывать счета эскроу. И, конечно, вся эта ситуация с пандемией, она подтолкнула финансовый сектор к развитию удаленных каналов обслуживания. Как раз-таки, что касается цифровизации, это ведь уже началось задолго до коронакризиса. Пандемия только ускорила этот процесс. Я так понимаю, что в этом году мы сохраняем этот устойчивый вектор движения в сторону цифровизации, да, дальнейшей. Какие изменения нас ждут в этом году? К чему нам быть готовыми? Сейчас мы видим все предпосылки для ускорения цифровой трансформации. В прошлом году Банком России запущен проект Marketplace, финансовый супермаркет. И сейчас у жителей страны есть возможность в дистанционном формате, вне зависимости от территориальной привязки, открывать счета в банках, приобретать полисы ОСАГО. Это можно сделать как в банке, находящемся на твоей территории, так и в банке другого региона. Для этого не обязательно посещать офис банка, достаточно просто пройти первичную одноразовую идентификацию. А как можно характеризовать денежные кредитные условия на сегодняшний день? На сегодняшний день в России они мягкие. Как вы знаете, основной инструмент Банка России – ключевая ставка. Это минимальная ставка по кредитам Центрального банка коммерческим банкам. От этого зависят ставки на межбанковском рынке. И, соответственно, размер этих ставок влияет на размеры ставок по кредитам населению и бизнесу, а также на размер ставок по вкладам. Мы на себе ощущаем изменения. За 2020 год размер ключевой ставки четырежды снижался и на сегодня находится на рекордно низком уровне 4,25%. И в совокупности с мерами государственной поддержки и мягкой денежно-кредитной политики мы видим то, что доступность кредитов увеличивается. Получается, сейчас, можно сказать, наилучшие условия для кредитования как бизнеса, так и населения, потому что ставка низкая, правильно? Ключевая ставка низкая. Ключевая ставка низкая, соответственно, влияет на ставки в экономике. Чем ниже ставки в экономике, тем, соответственно, ниже ставки по кредитам и тем доступнее, соответственно, кредиты. Но получается же, что и ставки по депозитам тоже стали ниже. Куда люди несут свои сбережения и как Банк России, какие меры предпринимаются Банком России для того, чтобы вызвать доверие к финансовому рынку? На сегодняшний день депозиты продолжают оставаться привлекательным инструментом для сбережений, в первую очередь за счет своей надежности. Хотел бы напомнить, что вклады в сумме до 1 миллиона 400 тысяч рублей защищены государством, и если у гражданина есть вклады до 1 миллиона 400 в нескольких банков, то каждый из этих вкладов защищен и гарантирован государством. В то же время растет интерес граждан к фондовому рынку, граждане интересуются приобретением акций, облигаций, паевых инвестиционных фондов. И в этой связи, как инструмент приобретения, большую популярность приобретают индивидуальные инвестиционные счета. Это инструмент, который позволяет совершать операции по приобретению ценных бумаг. Что касается защиты интересов граждан на фондовом рынке, это один из приоритетов деятельности Банка России. Банк России уделяет этому самое серьезное внимание. С 2022 года планируется введение инструмента тестирования розничных инвесторов. Это сделано для того, чтобы брокеры при продаже различных инвестиционных продуктов оценивали уровень знаний граждан, и граждане могли понимать более четко свои риски при приобретении тех или иных финансовых инструментов.
Я благодарю вас за ваши ответы. Конечно, в одной программе мы не можем задать этот огромный пласт вопросов, которые у нас к вам есть. А есть у нас также еще и вопросы от зрителей. Мы вышли на улицы и попросили зрителей задать им вопросы, которые их интересуют. Давайте постараемся на них ответить. Конечно. Меня беспокоит инфляция. Какая она будет в этом году и стоит ли держать сбережения на вкладах? По итогам 2020 года инфляция в республике составила 4,8%. Это на 0,1% ниже, чем в среднем по стране. По России инфляция составила 4,9%. В Татарстане инфляция немножко ниже за счет того, что республика очень в большой степени обеспечивает себя продовольствием. Высокая конкуренция среди производителей и среди предприятий торговли. Что касается прогнозов на 2021 год, то по прогнозу Банка России инфляция составит 3,5-4% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Что касается размещения средств во вклады, то, как я уже говорил, размещение средств на депозитах по-прежнему является интересным инструментом для сбережений. Спасибо. Давайте послушаем следующий вопрос. Знаете, знакомые говорят, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы брать ипотеку. Ставки очень хорошие, но экономическая нестабильность из-за этого вируса пугает. Как быть? Действительно, в течение 2020 года вслед за снижением ключевой ставки постепенно снижались и ставки по ипотечным кредитам. Здесь, конечно, большое влияние оказали и меры поддержки, реализация программы льготной ипотеки под 6,5%. В целом, по итогам года по льготной ипотеке было выдано 27 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Но что бы я хотел здесь отметить, каждый гражданин, в первую очередь, независимо от санитарно-эпидемиологических, от денежно-кредитных условий, должен в первую очередь взвешивать свои риски, оценивать свою платежеспособность и возможность обслуживать долг по ипотечному кредиту. Ведь на размер платежа по ипотеке влияет не только размер процентной ставки по кредиту, но и стоимость жилья, срок кредита, какие-то другие условия. И человек должен понимать, а способен ли он ежемесячно обслуживать кредит в той сумме, в которой он планирует его получить. Что касается качества обслуживания ипотечных кредитов в Татарстане, то оно находится на достаточно высоком уровне. Уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам по итогам года составил 63%. Конечно, здесь влияние оказали и меры поддержки, реструктуризация кредитов населения. Посмотрим следующий вопрос. Спасибо. Как уберечься от мошенников, которые звонят, представляются сотрудниками банков, пишут в сети, взламывая друзей? И может ли банк заблокировать операцию и вернуть списанную мошенниками сумму? Да, вот, кстати, распространились такие случаи мошенничества. Мошенники постоянно придумывают новые и новые способы, как получить деньги населения, либо доступ к их конфиденциальным данным, данным банковских счетов. Конечно, нужно быть предельно бдительными, и есть ряд признаков, которые позволят определить, общаетесь ли вы с мошенниками. Во-первых, контакты инициированы не вами, а извне. То есть это может быть телефонный звонок, это может быть смс-сообщение, либо сообщение по электронной почте, содержащие ссылки на некие сайты. Это первое. Во-вторых, речь в диалоге будет идти о деньгах. Это может быть идти речь о несанкционированных списаниях, о каком-то неожиданном выигрыше, получении подарка, но все будет упираться в деньги. Третий признак – это то, что вас просят сообщить конфиденциальные данные. Номер банковской карты, срок ее действия, трехзначный код на оборотной стороне. Это могут быть, в большинстве случаев, это коды банковских подтверждений по операциям и так далее. Настоящий работник банка никогда не будет запрашивать у вас эти данные. Четвертый признак – это то, что в диалоге всегда будут использовать ваши чувства. Это может быть страх или, наоборот, радость. Вам могут сказать о том, что ваши средства утекают, у вас идут какие-то переводы, взломали ваш онлайн-банк, или, наоборот, вы выиграли неожиданный приз, который нужно получить, вам положена какая-то новая государственная субсидия, какая-то форма поддержки, то есть играют на чувствах граждан.
И пятый признак – это то, что мошенники не дают времени на принятие взвешенного решения, стараются, чтобы вас время подталкивают, торопят принять некие решения, осуществить некие действия. И, конечно, специалист банка вас не будет торопить в этом вопросе. Что касается возможности вернуть похищенные деньги, то согласно статье 9 Федерального закона о национальной платежной системе, банк обязан вернуть деньги, если они похищены не по вашей вине. Но в случае, если вы сами предоставили мошенникам конфиденциальные данные, которые позволили им осуществить хищение, то в этом случае банк не обязан возвращать средства. И, конечно, сейчас большое количество информации в интернете, в социальных сетях по финансовой грамотности. Как разобраться среди всего этого обилия информации, я бы хотел посоветовать специальный ресурс, созданный Банком России по тематике финансовой грамотности. Это сайт fincult.info. На нем содержится большой информационный контент, содержащий самые-самые разные тематики. И тоже я предлагаю им активно пользоваться. Марат Дамирович, спасибо вам за ваши ответы. А я напоминаю, что на ваши и мои вопросы сегодня отвечал управляющий отделением Банка России по Республике Татарстан Марат Шерифуллин. Это программа «Реальная экономика». Встретимся ровно через неделю на телеканале «Новый век». Всех благ вам и до свидания.